Белорусские зубры с башкирской пропиской. Животные провели свою первую зиму на территории республики. В прошлом году в Башкортостан привезли 2 партиями 18 особей. Они прибыли в мае, другие в декабре. О том, как зубры перенесли морозную зиму и прижились ли в нашем регионе, в следующем сюжете. Реки, скалы со снежными шапками – это интерьер нового дома зубров. Предоставленная жилплощадь – одна из самых красивых республики. Мурадымовское ущелье. Зимой до пристанища животных добраться можно разве что на снегоходах. Первая майская партия уже вкусила свободу. Зубры же, которых привезли в конце декабря, пока в карантинной зоне. Эта партия у нас прошла адаптационный период, получается, успешно, очень спокойная. Видите, мы стоим буквально в 20 метрах, они стоят, смотрят на нас. Это очень хорошо. Первая партия такая не была. Особо не агрессивные, но если к ним подходить, то, естественно, они, как и любое животное, агрессируют, начинают ухмыляться, отбегать в сторону. В определенный период, получается, находится определенное количество особей, до 9. А так, бывает, ходят по одному. Бык, видите, находится у нас пасется один. Он, грубо говоря, где-то на 6 километров, 5-6 километров каждый день уходит и приходит сам. Зубры скорее поспешат ретироваться, чувствуя потенциальную угрозу, чем пойдут на человека. Благосклонность животных на себе ощутила и наша съемочная группа. На самом деле нам очень повезло, что мы можем сейчас с такого расстояния наблюдать за этими прекрасными животными. Потому что, как говорят сотрудники природного парка, особо близко к себе зубры не подпускают. А тут настоящая удача. Либо они уже попривыкли к человеку и решили нас к себе все-таки допустить. Рассмотреть настолько близко этих прекрасных животных, это настоящее наслаждение. А еще в прошлом веке был риск того, что вживую последующие поколения их уже и не увидят. Мощные могучие животные оказались беззащитны перед человеком. В 20-е годы были застрелены последние дикие зубры. Ныне живущие происходят от небольшого количества особей, которые в начале 20 века содержались в заповедниках и зоопарках. Первые свободные стада вновь появились в 50-е годы в Беловежской пуще. Оттуда в Башкортостан и были привезены эти краснокнижные животные. 2500 километров дороги. Климат, конечно, отличается, и первая зима словно стала проверкой. Морозы, снегопады, но акклиматизация прошла успешно. Первая партия зубров уже освоилась. Смотря на большие размеры, они заложат на эти горы, могут подняться. Средний вес особей 600 килограммов. Как у истинных белорусов, в рацион входит картошка. Помимо этого, сотрудники природного парка добавляют морковь, свеклу и сено. Первая партия, как по расписанию, ежедневно возвращается к вольерам, откуда были выпущены, чтобы подкрепиться. Сколько-то процентов веткорм питаемость. Допустим, и веткорм кушают, и кору они кушают, и трава. На 3 особи мы даем мешок корнеплода каждый день и мешок овес. 2 мешка получается. Зубры, и те, что пока на карантине, и те, что уже на воле, под присмотром специалистов природного парка. Но уже летом взглянуть на них получится и у туристов. 3 особи пока останутся в демонстрационном вольере. Здесь у нас будет установлена смотровая площадка высотой 5 метров. Для того, чтобы туристы приходили, поднимались, наблюдали за движением зубров. Как говорится, будет вестись трансляция, будет стоять монитор большой. Зубры под пристальным вниманием объективов находятся и сейчас. За особями наблюдают с помощью фотоловушек. Получаются такие кадры. В планах привезти еще несколько партий животных в последующие годы, но количество зубров может увеличиться уже скоро. В мае будет известно, появится ли первое потомство на башкирской земле. Анастасия Ильчебаева, Равиль Химзянов, Иван Шабрин. Итоги недели.